В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о налоге для самозанятых. Предполагается, что первыми новый налог будут уплачивать физические лица и индивидуальные предприниматели в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Эксперимент должен занять 10 лет с января 2019 года до конца 2028. Самозанятым предлагается уплачивать налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическим лицам. Если же речь идет о продаже товаров и услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ставка налога составит 6%. При регистрации на налоговом портале на счет самозанятого будет зачисляться 10 тысяч рублей. Эти деньги прописаны в документах как налоговый вычет. Вице-премьер России Дмитрий Казак поручил доработать проекты распоряжения Кабмина, предусматривающие доведение энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. В том числе речь идет о перерасчете объема средств, направляемых на эти цели в 2019 году, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Илья Джус по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Принято решение доработать соответствующий проект распоряжения правительства, предусмотрев перерасчет средств, направляемых в 2019 году на выравнивание тарифов в субъектах Дальневосточного федерального округа, а также уточнить методику расчета объема данных средств. По оценкам Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы, перерасчет средств, направляемых в Республику Саха-Якутия с рынка электроэнергии, позволит уменьшить объем платежей промышленных потребителей первой зоны, куда входит европейская часть России и Урал, и второй ценовой зоны в Сибири более чем на 5 миллиардов рублей, сказал Джус. Напомним, механизм выравнивания энерготарифов заработал на Дальнем Востоке в июле прошлого года. Он предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность европейской, уральской и сибирской частях в России. В результате в 5 из 9 регионов Дальневосточного федерального округа тариф был снижен до 4 рублей за 1 киловатт в час. Механизм был введен на 3 года, однако в этом году стал подниматься вопрос о продлении действия механизма вплоть до 2028 года. Малый бизнес снова начал уходить в тень и отказывается от безналичного расчета из-за налогов. Об этом свидетельствуют данные Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Эксперты посчитали, что за последние 3 года объем серой экономики в России увеличился на 5%. О том, что в тени работает каждое 5-е малое предприятие, свидетельствует и тот факт, что россияне стали жаловаться на отказы со стороны общественных заведений в сфере малого бизнеса в приеме банковских карт, пишут «Известия». Оператор фискальных данных платформа ОФД отмечает, по сравнению с прошлым годом средний чек снизился на 14% и составляет не более 680 рублей. Однако на фоне этого снижения выросла стоимость расчетов наличными деньгами на 40% до 710 рублей. Как полагают эксперты, предприниматели избегают безналичного расчета, опасаясь повышения налогов, а также комиссии за пользование банковскими картами. Бизнесменам куда удобнее получить наличку и тут же пустить их в оборот. В рамках проекта «Местные кадры в промышленность» за 9 месяцев в Якутии 20 промышленными компаниями на работу приняты 4500 человек. Из них более 1700 человек – это молодежь, более 900 – сельские жители. Об этом на встрече премьер-министра Якутии Владимира Солодова с промышленными работодателями сообщил председатель Госкомитета по занятости населения Степан Москвитин. Обращаясь к руководителям промышленных предприятий, Солодов отметил, что приоритетом для правительства является создание ощутимых результатов для населения. В первую очередь это должно проявляться в трудоустройстве. Надо усилить работу по профориентации населения и разработать соответствующий проект с участием работодателей. В части вопросов обучения кадров для промышленности считаю нужным доформировать Южно-Якутский технологический колледж в Нерюнгри. Также сегодня надо рассмотреть необходимость создания отдельных образовательных кластеров по нефтегазодобыче и золотодобыче, сказал Солодов. «Алроса» реализовала 119 крупных алмазов на аукционе во Владивостоке. Общий вес алмазов ювелирного качества – 1890 карат. Суммарная выручка от продаж достигла более 10 миллионов долларов.
Завершился последний из запланированных нами в этом году аукционов во Владивостоке. Включая эти торги с начала 2018 года, мы провели там 4 аукциона, суммарно выручив почти 55 миллионов долларов. Это очень хороший результат, который был достигнут в том числе благодаря нашему решению увеличить число аукционов на дальневосточной площадке, которую мы считаем очень перспективной и планируем развивать ее в дальнейшем, прокомментировал итоги аукциона член правления, директор единой бытовой организации «Алроса» Евгений Агуреев. «Алроса» перечислит в бюджет Якутии в этом году порядка 80 миллиардов рублей. При этом в компании приняли решение выплатить дивиденды 8 улусам-учредителям. Об этом заявил заместитель генерального директора компании «Алроса» Алексей Дичковский. По его словам, компания очень серьезно относится к социальной ответственности и своей роли бюджетообразующего предприятия. И каждый год выплаты компании увеличиваются. В текущем году компания «Алроса» прогнозирует перечислить в бюджет республики 79 миллиардов 8 миллионов рублей. Из них по налогам отчисления составит 49,5 миллиардов, дивидендам более 27 миллиардов, договорам 3 миллиарда 1 миллион, в том числе с Оленёкским и Нюрбинским районами. Объем финансовых средств не окончательный и может увеличиться по итогам года. В связи с тем, что 8 улусов являются акционерами алмазодобывающей компании, в этом году в их бюджеты поступят 823 миллиона. В целом сумма дивидендов алмазной провинции за означенный период составила свыше 14 миллиардов 8 миллионов рублей, отметил представитель «Алроса». Центробанк объявил курс доллара и евро на среду. Согласно данным регулятора, сегодня курс доллара составляет 67 рублей 68 копеек, что на 16 копеек выше вчерашнего курса. Официальный курс евро со вторника снизился на 2 копейки и составил 76 рублей 7 копеек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.